Весна – период обновления, оживления, восстановления, расцвета и благоухания во всем мире считается поэтическим временем. Для Татарстана апрель – месяц национальной поэзии. В апреле родился и ушел из жизни любимый и великий сын татарского народа Габдулла Тукай. Несмотря на тяготы жизни, он себя считал счастливым человеком, а в свои произведения вкладывал самые чувственные народные мотивы. Вот послушайте: «Мысли все и днем, и ночью о тебе, народ родной. Я здоров, когда здоров ты, болен ты, и я больной. Ты священен, уважаем, от тебя не откажусь, если даже все богатства мир положит предо мной. Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу. Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной. Близок к сердцу дух народный. Я мечтаю, край родной, жить с тобой одной печалью или радостью одной. Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ. Одержим одной я страстью, сердцем быть всегда с тобой. Заслужить хочу бессмертие я поэзией своей. О, Создатель, не мечтаю я об участи иной». Он действительно стал бессмертным в наших сердцах, в наших душах, умах и молитвах. Каждый год татарский народ отдает дань уважения и памяти своему великому сыну. 26 апреля в маленьких деревнях, в районных центрах, в больших городах, в разных регионах России и даже за рубежом проходят праздники поэзии. На сцену выходят мастера слова и те, кто только начинает делать свои первые шаги в творчестве. В Татарстане есть славная традиция. Каждый год мы чествуем лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая. В этом году за многолетний вклад в развитие детской поэзии награду получил Борис Вайнер. Кадим Замитов за создание серии скульптурных портретов. Милюша Таминдарова стала обладательницей премии за сохранение татарской хоровой культуры, а поэт Лаис Зулькарнай за книгу «Узганны Кабатлау». Мы, конечно, от всего сердца поздравляем всех лауреатов. Каждый из них достоин отдельного разговора, и мы к ним еще не раз вернемся. Но сегодня нам бы хотелось заглянуть на несколько лет вперед. Что ждет национальную татарскую литературу в будущем? Кто завтра взойдет на пьедестал поэзии? Кто будет счастлив этой судьбой? Эльзира Юзаева заглянула за горизонт. Матур җәйге көннәрдә кайткан идем авылга. Кармак тора эленеп, күзләрне кызыктыра. Ломая рифмы, ритмы, предрассудки, кто в детстве не писал стихи? Говорят, что поэт живет в каждом из нас, но не каждый из нас может сделать поэзию смыслом всей своей жизни. Творческая студия писателя Факиля Сафина многие годы в Набережных Челнах собирает такую вот талантливую молодежь. Здесь проходят поэтические мастер-классы, встречи с именитыми прозаиками и поэтами, а также знакомства с ребятами, которые делают свои первые шаги в этот красивый, благозвучный мир. Дәвәнем шәл бәйләгән, шит-шитләре бизәкле. Каян гына ала икән шундый матур бизәкне. Бураннары белән февраль килә, елый да ул, хәтта көлә. Возможно, кто-то из этих детей в будущем станет знаменитым. Возможно, кто-то из них даже лауреатом Тукаевской премии. Возможно, и на татарском литературном небосклоне зажгутся новые имена. Һәм яздырта бераз шигырь. Син дә чынык бу халәткә. Элеккечә итеп тилер. Җиңел бүген үз-үзеңә. Таны көчсезлегең тагын. Сиңа нәрсә? Кояш күрсәң, шигырь тула торган чагың. Айзат Вахитов и Гульнас Ахмадиева – студенты Казанского федерального университета. Молодежь, на которую сегодня возлагают большие надежды. Ведь не секрет, что в Союзе писателей Татарстана сегодня состоит свыше 300 человек. Из них 200 – это представители поэзии. Вы скажете, 200 так много, что нужно еще? Но ведь большая часть из этого числа поэты, которые ворвались в поэтическую арену еще в прошлом столетии. Эпоха шестидесятников. Равиля Файзуллина, Рената Хариса, Радифа Гатташа. Их стиль изыскан, слог отточен, шаг размерен. Ир яшәрмәс, гүл ачылмас, төшмей яңгыр тамчысы. Каян алсын шигъре шагыйрь,
Булмаса илхамчысы. Но смена эпох неизбежна, как и неотвратимость бытия. Сөйлешебез, бәхәсләшәбез. Ким булган бөек Тукайның илхамчысы? Безнең бит инде язучылар бүгенге көндә күп менә интернет челтәрләренә бакса. У нас писателей очень много. Если посмотреть в социальные сети, в интернет, кто только не пишет, и каждый хочет свое творение назвать стихотворением. Но это поэзия безликая, поэты без лица. В них нет индивидуальности, нет особенности, нет различий. Есть рифма, есть ритм, нет стиха, нет его души. Один из редакторов ведущего литературного журнала «Казан Утлары» Фаниль Гилязов курирует в издании вопросы молодежного поэтического крыла. Конечно же, как и любой из нас, он уверен, что из количества рождается качество, но пока все то, что приходит в альманах, находится весьма и весьма отдаленно от идеальной картины, идеальной поэзии, тех неизменных многовековых традиций в стихосложении, которые берут свои истоки еще с Кулгали. И даже отделив зерна от плевел, остается послевкусие безысходности, ведь поколение, воспитанное не на стихах Тукая, не сможет никогда понять его чувства, его мысли, его язык и душу народа. Шигырны шигыр дип атай торган үзенең нечкәлекләре була. Есть тонкости, по которым определяют стихи. Чтобы это чувствовать, нужно знать Тукая, нужно знать традиции стихосложения, нужно знать связь времен, нужно знать историю поэзии. А этого у молодежи нет. Нет знаний в национальной литературе. Сейчас дети, когда говорят, у них из двух слов одно на русском языке. Они это воспринимают как обычное явление. Они и сами не понимают, на каком языке говорят. Они думают, что говорят на родном языке. Так прочно вошел в их жизнь другой язык. Это все идет из-за того, что они не учатся в татарских школах. Я уже 10 лет наблюдаю, как меняется татарская деревня. Даже бабушки не говорят на родном языке. Это уже другие бабушки, не те, о которых мы когда-то писали стихи. Все изменилось. Изменился язык, семьи, отцы, матери, ценности. Нет в них родной речи, нет родной поэзии. Говорят, что на день Тукая всегда идет дождь. Возможно, это слезы печали поэта, который когда-то смог разжечь сердца. Но пламя стихнет, что тогда останутся лишь угли в костровище памяти народа, который бережно хранит последнюю лучину, где всегда теплится надежда. Эльзира Юзаева, 7 дней.